Что, братцы, доброе утро. 10 час, мы только проснулись. Вообще, ну круто, ребята, круто. Крутая ночь. Она была дождливой. Смотрите, ни одной снежинки на деревьях. Просто все растаяло. Снег уплотнился просто как в апреле месяце, ребят, как весной. В январе месяце, ребят. Хотя неделю назад было минус 40, да, допустим. Это, конечно, жестко. Ну все, мы на стане, проснулись. Все развесили сушить, так как у нас все протаяло, коврики снизу сырые. В целом было классно, не замерз, я в шортах вообще спал. Илюха готовит завтрак уже, яичницу жарит. Сейчас позавтракаем на проверочку. Вчера вечером ездили, вот видели, были у нас сработки. 2 щуки мы подняли, небольших, правда. Посмотрим, что за ночь. Так что идем завтракать. Моя ложка. Сыр, сырок. Сыром наш. Икра заморская. Так, ну что, съездим, посмотрим, как у нас дела. Живец даже не заносил, ребята, живца. На улице такая теплая, вода стоит там в санях. Подъезжаем, вижу, есть мошки, это радует. Что тут у нас? Холостая, что ли? Почти не вымотала. Холостая. Ага. Хвост откусила даже, блин. Ельчик живой. Не крупная, походу, щука. Игралась. Да, что-то бодануло. Получается сколько? Раз, два, три, 4, 5 сработок. Да, и флаг улетел. Интересно. Давай отсюда начнем, Илю. Ну, у меня тут вымотка полная. Полностью, да? А в коряге завела. Аккуратно попробуем. Бесполезно. Здесь коряги, у меня тут раз так же было. Оставим ее пока. Здесь тоже полная вымотка. Есть? Вчера обратно тоже в коряге. Тоже в корягах, понял? В этой же самой, Наверное. Рыба есть, чувствуется, бьется аж. Ладно. Это вон две жерлицы прикрутил. Ну я же сказал, что так близко она может замотать. Между собой сделать. Вот получается, на одну из них клюнула. Блин, я вот насчет этого и переживал, блин, очень сильно, конечно. Блин, здесь что-то все подряд. Тоже полностью вымотка есть. Так. Вон, смотри, что делает. Охренеть. Она, короче, все между собой скрутила. Тут какая-то Одна щука была. хорошая рыба. Крутила 3. Да. Да. Надо будет что-то думать. Тащишь.
Прикинь, тут такая путерьма получилась. Вообще. Жесть. И это по-любому там же. Ну не, это подальше. А? Идет? Не, тащишь жерлицу. Не тащи. Жерлицу тащишь. Надо что-то походу как этот обрубать. Какую-то обрубать. Вот здесь мертво стоит. Слушай, надо рвать что-то. Так, Андрюху тащит. Подожди, Андрюх, давай эту леску отрежу. давай, попробуй. Я хочу свою леску отрезать. Что-то встал вообще. Сначала пошла и встала, не понял. Потому что вот тут здесь надо как-то. Думаешь? А нет, это далеко, мне кажется. Да. Рви там тоже. А, не пошла. Значит, моя. Не пошла. Ну-ка ты попробуй, Илюх. Близко поставили. Это 3 жерлицы оторвать и не достали. Какой-то монстр тут за ночь начудил. Налим, наверное, блин. Ёк-макарёк. Да, плохо. Сейчас на тычки пойдем. Ну что, мы на тычке, ребята. Что за ночь на тычке попалось? Продолжится, да. Ну, какая-то рыба, ребят, есть. Щучка. Мелкая. Да. Тут получится. Вырастет. Давай, подруга. Иди на. Щука гуляет, он понял. Плёс нас не порадовал вообще никак. Получается, здесь щука была или налим. Перемотала, все рядом, блин, поставили. Там сработка была, выплюнула. И на тычку мелкая щучка. Позбивала, походу, вот много живца тоже. Все. Едем дальше смотреть. Достали, ребята. Так. Достали щуку, да? Щука, нет. Вот это вот и держится, вот она. Коряга, да? Да. Достали, ребята, достали. Андрюха, давай его! Крокодильчик! О! Это улов! Это моя щука, мужики, извините. У вас там... Поймал я, Илюх. Это моя! Поймал я. Мой поводок, да? Нет, это мой поводок. Мой поводок. Мой поводок, да. Вот она где, бля, крокодильчика. Двушка. Поймал я. На мою взяла. Достали. Вот это коряга, блин. Ну, я тебе говорю. Блин, хорошо заметил, слышишь? Молодец. Это ты вот тормознул, что достают. Заметил я, поймал ты, короче. А усилия совместные. Да. Или мои. Отлично. Двушечка, да? Ничего такая. А это что за херня у нее наверху вот эти вот перья? Пиявкина. Стоячая щука. Бедолага. Прямо стоит, выходит только кормиться. Вышла, бля, о, я собрала. Доставай. Нихуя. Держи. О, ребята, ну достали, слава богу. Но жерлицы придется перевязать, вон все. Жерлицы все в хлам. Поводки тоже вон. Двойники сохраним. Нормально. Достали все-таки. Есть боженка на земле, есть рыболовный бог. Короче, примоталась леска вообще на другую жерлицу, которая не сработана. Просто рядом решили проверить. В оконцовье
Достали. Здесь этот бардак с корягой, правда, небольшой. Но это радует. 2 килограмма щука. Мясо ничего, пойдет. Не пусто. Попала, кстати, ребят, на мою жерлицу. Просто у Илюхи загар был тоже рядом. Она вот смотала все. Так что нормально, прием дальше вышло. Вот таких оттепелей вообще куча воды. Ребята, тут небольшая точка у нас. 2 загара я вижу. Шикарно. Так, ребят, ну что, у нас полная вымотка здесь. И вчера вечером здесь щука хватало. На нее же, кстати, Илюхи хватало же. Вчера, получается. Что-то, как будто что-то есть, что-то очень мелкое. Нет, просто живец. Так же, блин, разодрал. Тут живет проказница, блин, 1, 2, 3. Надо ее как-то ловить, да, Илюх? Живцов этих заберем. Они крупные. Походу щучка. Живец чуть-чуть есть еще. Пока меня. Дальше будет видно. Так, этих заберем. На тычке сейчас. Полная вымотка. Такая же хрень, смотри. Что за тут хитрый щук живет? Такой. Такая же херня, смотри. Что-то выбрасывает. Плюс 3 сработки и вот так живца корябает. Какая-то некрупная щучка, походу. Выплевывает почему. У нас, ребят, тут тоже поисковое место. 2 сработки. Это радует. А не полная, да? Здесь, тут вообще мелко, сантиметров 70. С-подо льда. Ух ты. Есть? Оторвало что-то. Есть что-то не крупное. Тащится. Нормальная фишка, да, ты ее рубишь. Нормальная фишка. Есть. Смотрите, мель сработала. Сантиметров 70. Там получается. С-подо льда. Ну там еще флажочек. Ну там уже глубоко. Более-менее так 1,5 метра где-то. Здесь мы бурили. Тут вообще мель. Ну там я решил поставил и не прогадал. Короче, ребят, не бойтесь. Мель. Щука там хорошо гуляет. Ну вот здесь попали в песок, блин. А здесь походу холостая, ребята. Ух, сколько грязи. Течение. Нет, удар был. Выплюнул. Грязь от течения небольшое. О, смотри, как держала хорошо. И что-то выплюнуло, не понравилось, блин. Ё-моё. Ну что, взяли здесь щучку? Нормально. Едем дальше. Лариска на заводь. За бантами. Так, ребят, ну что, подъезжаю. Вижу, флажки есть. Хорошо. Собака не едет, правда. Флажка, ребята. А нет. 3 флажка даже. 3. На Лариске, да? Жалится. Ага. Так, что, ну тут полная вымотка, ребята. Хорошо. Будем пробовать. Нету рыбы. Сбила, походу. Тоже вон, течение, грязь даже есть чуть-чуть. Вообще он хорошо коцает. Коцает и отпускает, да? Почему-то не заглатывает. 1, 2, 3.
Вот с этой отпускает. Так, ребят, ну что, вторая жалится. Тоже полная вымотка. Такая же хрень, блин. Столько грязи. Вот так же, смотри. Ну, так, ну что, последняя. Юрьевна, фартовая, не фартовая твоя. Есть вымотка. То же самое, смотри. Удары-то вон злые, блин. Удары злые, очень злые. Вон, смотри. Да, я вижу, вон помянул. Может и щука хорошая даже, но что-то неактивная какая-то. Ну что, ребят, на лагерь поперли. Тишина, нет сработок. Точнее, сработки есть, нет результата. Ладно, что, идем на лагерь. Еще тут остались. Так, вон с первой начнем. Вон, доставай сразу тут уже, Илюх. Посмотрим. Так, здесь на мертвую рыбку стояла. Что вероятность немало, что что-то попадется. Сейчас никого нету. Ну я вон старых жеваных забрал. Будем ставить. Еще тут живая. Ставим ее. На лим не ходят, навряд ли, ребята, что-то на мертвую-то. Да, время не на лиме. Свежего поставим посвежее, чтобы запах шел. Мало ли какой-нибудь может захочет. Фига, ребята. На лим рано. Рано. Там-то позбивала, но там хоть живая стояла. А здесь я на мертвую стоял. Что живца маловато. С такими сработками не хватит нам, блин, живца. Еще вечером проверится. Завтра. Не знаю. Знакомый хотел приехать тоже с города. Возможно, приедет. Привезет живца. А так на базу. Все. На лагере мы. Илюха уже ушицу делает. Красавчик, что? Время не теряет. А что время? Обед надо что-то. О, щучья, ребятуха. Классика жанра, да? Так. Подзаправиться надо, ребят. Катаемся немало. Пиздану ходит, блин. Зараза. Так, ребят, поеду пока жалицы все там пересмотрю, которые у нас оборваны, поменяю. Не брали мы с собой запаску, забыли. А ребята пока ужин готовят. Точнее, обед. Ну, в целом, там дрова у нас еще, когда сварить, ночевал, остались, заберу. Ну и воды надо набрать на лагерь. Вот такие дела пока. Но времени не терять, надо все сделать к вечеру. Ребята здесь ночевали. Дрова остались. Заберем дровишки. Сухие. Хорошие дрова. Выехал я в деревню, ребят. Ну, получается, мы с поселка приехали, а тут вот деревушка стоит. Ну, тут связь, вот в гору поднялся, связь есть немножко. Отзвонился домой, сказал, что все хорошо. Ну и позвонил другу, приедет с города, ребята, на машине сюда. Я потом ночью выеду за ним, заберу, привезет живца, привезет продукты, ну, короче, продовольствие привезет. Так что, наверное, еще будем оставаться. Ну, посмотрим, что, как завтра, какой будет результат, какой сегодня будет вечером результат.
Сработок много, но почему-то бросает щука. Пока не могу понять. Такой неактивный клев походу. Ну, такой перепад, конечно, с 30-ки на плюс 3. Это тоже много о чем говорит. Сейчас отзвонюсь и еду, ребят. Прокачусь по ближним жерлицам. Поменяю там все. И уже на обед. Ребята, уже ну что, я вернулся. Сработок пока нету. Тишина. Наберу воды сейчас. На лагерь. Ну и поменяет вот жерлиц, который щука нас пообрывала. Ну достали хоть. Заразу такую. Так, ну что. Жерлички надо починить, ребят. Починим сейчас жерлички. Да, запас, ребят, надо брать. Кстати, по поводу двойников спрашивают. Вот, ребят, смотрите. Дублекс. Вот такие двойники кованые. Специальный угол заточки. Вот. Ну, я ставил, ребята, номер 2.0 получается. Вот эти двушка, а эти еще 3.0. Я как бы на новые жерлицы поставил 2.0. Они побольше. Но они получаются вот такие. Вот, ребята. Вот это самый оптимальный двойник. Но, опять же, когда живец разный, бывают и крупные живцы. Некоторые жерлицы у меня стоят вот специально под такой живец. Вот 3.0 в самый раз будет под этот живец. А если слишком мелкий, это уже будет двойник тоже большеват, то уже двушечка, самое оно. Будет подходить, ребята. Классные двойники. Мне понравились. Так, поводочки. Сейчас мы здесь поставим грузила. Ну, кстати, по поводу грузил тоже спрашивают. Ну, для озера, допустим, я ставлю 8, 9, 10 грамм. А вот для реки, где есть течение, то вот использую 12 грамм оливку. Ну, оливки без разницы, не знаю. Вот 30, 0,35 получается. Ну, где-то метров 10, ребят. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я примерно так отматываю. Ну, в зависимости, конечно, какая глубина. Вот тут коряжник. Здесь, в принципе, надо петельки ставить, чтобы она десятку не разматывала. И уже не было вот таких заведений в коряге. Щука разматывает, доходит до другой жерлицы. Хотя пятак вот здесь основной. Вот такие дела. Можно ставить петельку, конечно. Допустим, там глубина 3 метра и на размотку еще 3 метра даешь ей, и все. Но это тоже, опять же, мало. Бывает, она мотает, ждет, мотает. А если она стопорнется, то это тоже плохо. Так, берем поводочек. Тут делаю тоже петельку. Ну все, работаю петля в петлю. Не знаю, я никакие узы конкретные не использую. Потому что это петля в петлю, это быстро все поменять. Допустим, даже не завязывать узел, а просто, если, допустим, оборвало, просто вытаскиваешь с петли, там с основной лески или с поводка, и все. Есть. И застежечку эту я убираю, потому что рыбачу на двойник. И вот у меня уже готовая снасть на двойничок. Раз. Все, готово. Что, первое есть. Ставим. Раз, два. 2,5. Поводок здесь не слишком длинный. 15 сантиметров всего лишь. Ну, друзья, еду на базу. Кушать щучью уху. Дела сделаны нормально. Ребята, думаю, тоже дела сделали. Все хорошо. Воды набрал. Жерлицы все заряжены. Смотрите, сколько воды, ребят, в каналах вышло. Так что надо обедать ехать. Такое ощущение, как будто вот весна реально. Смотрите, какая тайга. Все растаяло просто. Ни одной снежинки на деревьях. Просто голимая весна. Вот здесь злосчастный ручей, вот этот подъем. Вообще, ну очень красиво. Воздух такой чистый. Красота просто, песня.
все ништяк, все спокойно. Ребята дрова напилили, молодцы. Фух. Ушица. Свежепойманная щука. Сальца подрежем. Эту хуйню тут умею делать. Ты сам делал, да? Я тоже делал Ножны. сам. Я сам делал. Нож мне подарили, а эту сами делал. Ну что, ребят, у нас ужин или обед, или что у нас? Обед у нас? Обед. Обед, да. Темнеть уже начинает. Вон, Люха ушинцы сделал. Щукаря. Ну, все как полагается. Ну давай, братва. Давай за рыбалку. Да. За уху. За уху. Ну вообще за все, что здесь есть. Классно. Ой. Я смотрю, без майонеза не можете. Люблю так что. Ну на хлебушек туда же Я не понял. положим как бы. Я понял. Кто-то не ест. Это не ест вообще. Я, допустим, люблю. Сальцо-мальцо. Говорят, вкусно. Ну ладно, пахнет нормально. Красивая, да, с присочками. Персик, вот так. Да, совсем не. Ну да, такой. Заставляли поросенка худеть, толстеть. С мясом нормально, да? Ну, годяево, конечно. Как сало так получается. Меняет. Кормят на перебой, потом дают ему сраться. Полей, подожди. Сейчас рано было. Так, ребят, ну что, сидим, балдеем. Красота у нас. Снежок пошел и похолодало. Печурка шает, дрова готовы. Все у нас висит, в принципе. Посушить надо уже, заносить будет, конечно. Здесь поленница дров, здесь поленница дров. Ну, все, в принципе, стол. Хорошо все. Уху поели, ребят. Что-то так захотелось еще жареной рыбы. Снег пошел, да? Сейчас, наверное, мы пожарим рыбку. Заодно и нож посмотрю. Что-то как работает по рыбе. Ну что, у нас щука на килограмм есть. Сейчас попробуем мы ее почистить вот этим якутским ножом. Что, как она. Пожарим заодно. Я ее по рыбе еще, ребят, не использовал как раз. Вот именно мне самому интересно, как она будет показывать себя. Почистил он, в принципе, неплохо. Даже если в эту сторону я вот вкидываю его, то он сразу делает прорез. То бишь в любом случае надо вот в эту сторону. Так, ну что, сейчас посмотрим, что в желудке.
Есть и корка даже. И корку возьмем, да, Люк? Конечно. Ты ее просто отдели отдельно. Сейчас я вытащу. Ты отделишь. Там мало еще. Не особо много, да. Забери корку. Вот немножко, видишь? Пойдет? Да, вот это пойдет. Не, смотри, потом тоже маленький среди попадается. Зайчик. Там мало просто. Ну все. Отлично. Молодец. Шишка. Да, насыпаем. Все, хотел холодную воду. Передесную. Ребят, дело сделано. Сейчас повар займется Дай жареным щукой. Понял? Все, классно. Это мусорку. Все. Мусорку. Встаем, вставляем. Это мусорку. А ты будто куда сухой? Ну, котяра еще, конечно. Но ему-то такие же, здесь жареные не будут давать. Мелкие. Вот ветер, а, блин. Тут тихо, потом опять разбылился. Поднялся ветерок, да. Это хорошо. Хороший ветер. Тарелки такие, Андрюха, у нас положены. Ты не знал? Тарелки. Андрюха, ты хотел рыбу жарить? Ох, вот это красота, ребята. Вот это да, вот это пища. Ну, вкусно, реально. Я Щука уху жареная. люблю базара ноль. Бульон. А вот рыбу, что поесть жареную, вот это только вот это здесь. Еще налим, все, край. Вот на лимбу, да. Чисто Край. филешки, да? Сейчас Как бабанкнул, кость убрал, блин, Да. такими пластами. красота. Ну что, давай налетаем. Ну давай, братцы. Давай. Уха была. Сразу переслал в ужин. Такой замедлительный полдник получается. А сейчас рыбка жареная. Сейчас рыбка жареная, это круто вообще. Это классно. Сами добыли, сами поймали. Сами сварили, сами съели. Это и еще это в лесу. Это просто заменяет вообще. Классно. Жизненные моменты такие, что люди поехали в ресторан, потратили денег. Ну да, в комфорте, все в удобстве, шеф-повара сготовили. Ну а здесь это в 1000 раз вкуснее. Просто в миллион раз вкуснее, ребята. На природе. Это просто, она здесь, она еда вот горячая, когда еще своя, это просто реально очень вкусно, очень добро. Я вообще поддерживаю эту ситуацию. Че, Ильичи, блядь, вкусно?